Доброго времени суток, это подкаст телеканала Якутия-24 «Пришел и говорю». Меня зовут Петр Васильев, и после небольшого перерыва мы вернулись со вторым сезоном. Начнем мы его с темы, которая остается актуальной и которой говорят на протяжении последних 4 месяцев. Это точно. Еще один выпуск мы посвятим коронавирусу, так как с момента первого эпизода нашего на эту тему прошло достаточное количество времени. И ситуация в мире, в нашей стране и в регионе очень сильно изменилась и продолжает меняться с каждым днем. Сегодня вот на момент записи 18 апреля никто не сможет и не может прогнозировать, я думаю, как сильно изменится ситуация и в какую сторону к моменту выхода нашего подкаста в сеть. Для того, чтобы поговорить об эпидситуации в республике, мы пригласили в наш сегодняшний эпизод заместителя председателя правительства Якутии, председателя оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией Ольгу Балабкину. Ольга Валерьевна, добрый день, спасибо, что согласились поучаствовать в записи нашего подкаста. Практически месяц уже исполнился с момента первого зараженного коронавирусом в регионе. Как сейчас ситуация обстоит у нас? Да, действительно, на 18 апреля в Якутии выздоровевших, значит, непосредственно у нас 16 пациентов. При этом необходимо обратить внимание, значит, что, в принципе, все получили достаточно хорошее лечение в наших медицинских учреждениях, и сегодня они у нас уже являются выздоровевшими. В целом, сегодня у нас есть заболевших в стационаре, значит, 61 человек. Вообще, в целом, получается случаев коронавируса по республике Саха-Якутия, которые находятся в наших инфекционных больницах республики, оказывают врачами 77 случаев. А вот, то есть ситуация, она оценивается напряженной, да? Сегодня. Да, безусловно. Ситуация не может не оцениваться напряженно, она развивается поэтапно, и наши действия, которые мы предпринимаем, они как раз и, соответственно, направлены для того, чтобы каждый этап этой ситуации, значит, каждый этап развития непосредственно, значит, отслеживать. Так, если на первом этапе развития заболевания мы отслеживали лиц, которые приехали из-за рубежа, и в основном это вот первые 16 человек, это как раз, значит, отслеженный и, значит, закупированный нами вирус, который, значит, пришел от тех граждан Российской Федерации, которые были за границей. Вторая, я ее называю, условно говоря, вот такой вот второй этап, да, по сути, мы понимали, что он наступит, поэтому приняли такое предварительное действие указом главы Республики Саха-Якутия, значит, приняли меры превентивного характера всех лиц, которые прибывают из-за пределов Республики Саха-Якутия, из других субъектов Российской Федерации, особенно относительно рабочей силы, которая у нас прибывает сегодня, лица, которые приезжают на работу в Якутии из стран Средней Азии в том числе. Соответственно, мы относительно них усилили меры контроля. Ну и как следствие, значит, выявляются эти граждане, и, соответственно, значит, сегодня происходит и в том числе и их лечение после обсервации или там в пределах обсервации, когда выявляется заболевание. Ну и вот у нас появляется третий этап, к которому мы точно так же готовились, и наши медицинские учреждения знали, что появятся люди с больничной пневмонией, с ОРВИ, и, соответственно, установлены, опять же, ограничительные меры для того, чтобы люди, например, с небольничной пневмонией, они у нас давно стоят все на контроле, для этого у нас и стационар был переоборудован специально пульмонологически. Соответственно, люди с ОРВИ, что, опять же, указом главы Республики Саха-Якутия определено, что эти люди должны в обязательном порядке самоизолироваться. Ну и, соответственно, значит, выявляем и с этой категории именно конкретно коронавирус. То есть вот такие вот 3 поэтапные вещи, которые очень четко отслеживаются властями, и мы понимаем, значит, как ход происходит выявления. Ну, раз мы заговорили о том, что вот есть понимание хода, а есть ли прогноз? По какому сценарию будет развиваться вот у нас заболевание в регионе? Наверное, вот то, что сегодня непосредственно происходит с коронавирусом, да, как бы исходя из того, что это завозное заболевание, кто-то отследить о том, значит, вот, как он будет прогнозироваться, да, достаточно сложно. Главный вообще прогнозист в этих во всех вопросах
И главный тот, кто человек, который вообще любой, вот кто может вообще повлиять на эту ситуацию, да, и, так сказать, этот прогноз, значит, свести, например, на ноль, предположим, да, всех заболевших, это сам человек. Остановить вирус можно только в том случае, если мы с вами все прекратим свои социальные контакты. Ранить вирус, если можно, лишь только в том случае, если мы с вами закроем наши двери. Если мы не будем непосредственно осуществлять его передачу. Вот в этой ситуации можно прогнозировать. То есть если завтра, например, люди все берут и говорят, что мы никуда не ходим, вот мы сидим там 2 недели и не двигаемся. Именно прекратим вот это вот движение, прекратим социальный контакт, то будет одна картина. А если мы дальше будем, несмотря на ограничительные меры, там, продолжать вот эту вот свою социальную активность, которая сегодня у нас есть, то, конечно, прогноз не будет благоприятным. Нам просто-напросто нужно всем понять, что вот прогнозирование вируса зависит только от нас лично сами. Ну, то есть вот это мы можем, прошу прощения, что перебил, это можем отследить на примере того же самого Алдана, когда вот люди пошли на рынок. Конечно. Люди нарушают самоизоляцию. Люди, нарушившие самоизоляцию, и вот, пожалуйста, вверх пошла, значит, история. Да? Одновременно мы видим ситуацию, когда люди, приехавшие из-за рубежа в город Якутске, не нарушающие самоизоляцию, они не дали вот этого вот распространения вируса, и, соответственно, он не пошел таким верхом, как оно пошло в городе Алдай. Да, как он мог быть, там же вот была и ситуация, ну, по крайней мере, специалисты, они же не прогнозируют, а у них есть гипотеза о том, что вот дети стали переносчиками заболевания. Да, есть такая гипотеза в том числе, поэтому вот с самого начала мы говорим, дети, престарелые граждане, пожилые граждане, пожалуйста, вот сейчас свои контакты немного остановите. Вот я понимаю, что завтра православный праздник такой, как Пасха. Я с детства, единственный праздник, который вот признаю из религиозных праздников православной церкви, это, конечно же, Пасха. И я понимаю, что да, очень будет хотеться ходить, передавать друг другу куличи. А хочется, значит, другие какие-то вещи совершать, которые обычно традиционно совершаются. Но, к сожалению, вирус нас немножечко остановил. И для того, чтобы была будущая Пасха, надо сейчас себя удержать в руках. Вот это нужно как-то людям внушить, мне кажется, еще сильнее в голову, потому что сколько я сам просидел на самоизоляции 2 недели, со мной ничего не случилось, я продолжаю соблюдать социальную дистанцию, но время от времени выхожу в магазины по необходимости и вижу там и бабушки, и дедушки, и все подряд, и друг на друге. Вы знаете, вот в данной ситуации власти, в принципе, органы государственной власти, глава республики Александр Сергеевич Николаев применяет те меры, которые, в принципе, значит, да, они такими являются наиболее опробованными и популярными. Да, например, тем бабушкам, которым предложено сидеть на самоизоляции, да, и дедушкам, и, соответственно, им говорится, что если вы будете нарушать самоизоляцию, то вы еще там не получите главские 2000 рублей. Да? То есть вроде бы механизмы созданы, да? Но может быть не доведена до конца информация, может быть еще возникли какие-то вопросы, но сидеть надо дома, просто сидеть дома. Надо постараться себя сдерживать и вот понимать, что это зависит от нас самих. Вот меня, я достаточно, так как я, в принципе, родилась и выросла в Алданском районе, конечно, меня не может до глубины души не трогать эта ситуация, я переживаю за своих земляков, но тогда, когда звонят из социальные сети главе района или главе города или главе республики, или ко мне задают такой вопрос, что нам делать с нашей кошкой или собакой, которая осталась непосредственно, например, на даче, я правда не знаю, что с ней делать. Я могу по-человечески как-то посоветовать и сказать, ну давайте попробуем там все вместе, там соседи, кто остался на даче, с ними созвониться, чтобы там кошку эту собаку кормили, или кому-то там передадим ключи, да. Но ведь в данной ситуации власть точно не может регулировать вот до мелочей такие вещи, да. В чем-то, ограничивая себя, человек должен и как-то подстроиться под эту ситуацию. Для тех, кто не может, кому сложно подстраиваться, для них власть и определяет и бесконтактную доставку, и помощь пожилым. У нас работают те же волонтеры. Все сделали, чтобы, значит, непосредственно там деньги приходили без хождения в банк.
стараемся, насколько возможно, облегчить именно жизнь для тех, кто сам не, все равно уже более ограничен, да, в каких-то своих активностях как таковых. Но люди, которые вот взрослые, люди, которые, непосредственно могут сами определять свою жизнь. Вот здесь нужно просто понять и немножечко перестроиться. Нужно просто постараться понять, что именно от каждого из нас это зависит. От каждого. Здесь я могу только ваши слова подтвердить, потому что на личном опыте все эти бесконтактные доставки и воду, и товары первой необходимости на себе тоже проверил. Все прекрасно работает, без нужды на улицу выходить смысла нет. Единственное, что только вынести может быть мусор. Хорошо, тогда социальная ответственность в первую очередь должна быть и у людей лично лежать. Они должны сами помнить о своей безопасности, о безопасности окружающих. Тогда давайте мы с вами немножко поговорим о готовности региона нашего и здравоохранения. Кратко осветим, сколько у нас аппаратов ИВЛ, сколько коек и тест-систем. То есть как мы обеспечены к коронавирусной инфекции. Есть две вещи, да, которые вот сегодня уже обсуждаются, и практически все уже разбираются, как лечим коронавирус, чем лечим там, от ИВЛ, от тест-систем и так далее. Два направления. Первое направление – это тестирование и выявление коронавируса. Вот здесь я как была, так и остаюсь на позиции о том, что от того, что мы с вами протестируем коронавирус и непосредственно получим, например, анализ о том, что мы не больны, да, он будет отрицательным. Это не значит, что, выйдя на улицу, мы, через день или через два вновь, если будет это все так же продолжаться, общаться будем продолжать, жить своей нормальной жизнью, у нас, можно будет обратно идти на тест, и может появиться слово «положительный». Не исключено. Да? Если кто-то идет на то, чтобы, оттестироваться, то после этого нужно просто сидеть дома. Вот. Поэтому тестов у нас сегодня достаточно для того, чтобы провести тестирование по всем тем, кто непосредственно у нас жизнеобеспечивающие предприятия, промышленные предприятия. Жизнь там в любом случае продолжается. Тестироваться вообще просто всем поголовно – это не вакцина. Просто не имеет смысла, да. Но, тем не менее, мы наращиваем эти объемы лабораторные мы наращиваем, и на настоящий момент, начиная с февраля месяца, количество лабораторий, которые мы создали, помимо лабораторий Роспотребнадзора, мы уже начинаем создавать, в том числе и в районах республики. Вчера в тестовом режиме отработала лаборатория в Алданском районе, в Нерюнгринском районе, в том кусте создана лаборатория. Должна непосредственно в полную мощь начать работать лаборатория в Нижнем Бестяхе, как тоже в точке такого определенного возможного очага, предполагаемого, потому что свои прогнозы глаз делает. Это не огульные какой-то принимаемые нами меры, это не огульные какие-то меры, сегодня вдруг кому-то что-то захотелось. Нет, понимаем примерно прогнозирование событий. Не заболевание, а события, куда он еще может этот вирус пойти, и кто может являться потенциальным его переносчиком. Это что касается тест-систем, поэтому мы считаем, что здесь у нас все нормально. С точки зрения коек, существует методика Российской Федерации по определению коек инфекционных стационаров, инфекционных болезней, на которых лечатся инфекционные заболевания. Но в настоящий момент у нас соответствует количество коек методике, которая определена Министерством здравоохранения Российской Федерации. При необходимости, тогда, когда у нас возникает острая необходимость, в Минздраве есть четкое понимание, где дополнительная койка разворачивается. При этом разворачиваются койки очень быстро и четко. Да? Например, у нас сегодня по городу Якутску масса произошло изменений по нашим медицинским организациям. И, по сути дела, никто даже не заметил, как у нас в здании непосредственно Якутской городской клинической республиканской больницы, которая в городе находится, как в ней развернуты были койки инфекционного стационара под ковид. Да? То есть, соответственно, там все предусмотрено, в том числе есть этаж, например, если будут ковидные онкологические, если будут ковидные диализники, то сегодня это готово в республике.
Точно так же мы отслеживаем и, соответственно, значит, от кислорода до ИВЛ, значит, на какое количество коек непосредственно мы должны рассчитывать. Маршрутизация очень четкая. Точно так же в районах. Вот сегодня, значит, непосредственно утром диалог, значит, с главным врачом Алданской больницы. Значит, с главным врачом Алданской больницы. Он видит, что у него вот идет по экспоненте такое повышение. Все, сразу принимается решение, часть отделения он переводит в другое место и, соответственно, сегодня принимает решение, где он еще разворачивает койки. Медики – это военные. В своем роде, да. Ну, четко, да, вот мы впервые к медикам, например, я лично осознаю, почему медиков нужно поздравлять с 23 февраля. Не потому, что они прошли военно-медицинскую кафедру, а потому что утром им дают команда о том, что, например, там собирается куда-то группа для того, чтобы выехали. Все, к вечеру уже они стоят с собранными, значит, сумками для того, чтобы идти и оказывать помощь. И это реальность наших якутских медиков. И тут я их еще раз хочу поблагодарить за то, что они сегодня делают все, от врачей до санитарок, до тех, кто работает на скорых помощи, да, в том числе и министра здравоохранения, и ее команду за то, что сегодня они делают. Безусловно, они первыми, кто сталкивается. И, лично на мой взгляд, пока у нас ситуация с предупреждением, распространением, в принципе, с лечением, она на достаточно высоком уровне, исходя из количества выздоровевших уже на сегодняшний момент. То есть в республике все у нас готово. У нас республика в части подготовки находится под жестким контролем. Причем я хочу отметить, что она уже начала, республика и здравоохранение, сфера начала готовиться еще тогда, когда о коронавирусе только заговорили, и мы с Еленой Ефраимовной в свое время обсуждали, в феврале это еще было, что тогда уже начались действия. Может быть, я чего-то не знаю, они начались еще раньше, но вот себя со своей колокольни я могу сказать, что вот когда они начались. Да, вот мы, очень многие нас обвиняли в том, что мы постоянно выходили и с Маргаритой Горной, и руководителем Роспотребнадзора, с Еленой Ефраимовной, да, на различного рода. Мы же практически каждый день выходили, и вот эти ежедневные брифинги предупреждали население о том, что нужно делать. Значит, и рассказывали о том, как там не трогать ручки, как здороваться, как лицо, значит, не задевать руками. Маргарита Егоровна рассказывала, да, говорили о том, что, товарищи, если вы приехали за границей, пожалуйста, звоните докторам. Значит, сделайте все для того, чтобы непосредственно быть готовым. И параллельно готовили от обсерватора до больницы. Да, конечно, наши обсерваторы сегодня не являются идеальными, но у нас сегодня нет действительно подготовленных помещений под вот такие вещи. Было бы, наверное, неразумно, экономически невыгодно, значит, содержать огромные вот такие вот обсерваторы, и они бы простаивали при нормальных условиях, а мы, в принципе, вот в таком режиме повышенной готовности работаем. Хорошо, тогда если вы сказали про обвинения небольшие, я хочу вам свой любимый вопрос задать, и, наверное, вопрос любимый большинства людей, кто сидит в соцсетях и пишет на любой комментарий по коронавирусу, на любой материал. Когда закроют аэропорт? И вообще вопрос закрытия аэропорта не поднимается. Вы знаете, вот сейчас, наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, когда закроют аэропорт, просто этому человеку зайти в социальные сети города Алдан, в котором просто закрыли дорогу. Дорогу, которая, в принципе, заблокировала Алдан со всех сторон. И ничего по большому, вы знаете, это просто Алдан должен сегодня пожить только в условиях своего города. Сегодня там стоит вопрос, когда откроют дорогу. Когда ее откроют и когда смогут люди выехать из Алдана и заехать в Алдан. Поэтому к вопросу о закрытии аэропорта. Аэропорт, так же, как и все железнодорожные и, все наши дороги, они находятся под контролем. Все, кто въезжает, у нас соответствующие постановления выдается, либо человек находится в обсерваторе, либо на самоизоляции. Главное не нарушать. Угу. То есть, во-первых, в этом нет смысла, а во-вторых, это будет очень-очень большой удар по и транспортной составляющей, и по экономической составляющей региона, поэтому, товарищи, я сам хочу лично обратиться, давайте будем немножко думать головой и не разводить панику по этому поводу. В аэропорту все принимаются необходимые меры. И встречают, и провожают, и дают предписания. Если вы заболели сегодня, только в ходе брифинга Александр Сергеевич сказал, что были 4 человека локализованы прямо там, на месте. Да, конечно.
То есть, ну, это бессмысленно, и да, и мы все говорим о том, что, точнее, вы все говорите, те, кто сидит в интернете, закройте аэропорт до тех пор, пока его действительно не закроют. И это Нет, будет я очень-очень... говорю, просто вот алданские социальные сети сегодня. Откройте въезд в Алдан и выезд в Алдан. Ну, то есть вот буквально, значит, вот противоположная ситуация реального карантина. А он сегодня в Алдане просто необходим, потому что ну, это просто зашкаливающая ситуация, но она тоже связана не бездействием властей, да, как таковых. Это специфика очага. Вот сама специфика рыночной очага, она по-другому развиваться не могла. Можно сказать, что выявление как раз произошло в результате грамотных действий органов, значит, непосредственно здравоохранения и Роспотребнадзора на территории Алданского района. Контролируются въездные ворота, выяснилось, что через пост на такси проехал человек, вместе с супругой вернулись оттуда же, тут же непосредственно пределение Алдана из Якутска было предложено непосредственно пройти тест на коронавирус. Однако человек в течение дня не отвечал на просьбы, значит, законные просьбы санитарного врача города Алдана и, соответственно, нарушив вот этот вот режим изоляции, вот итог, который мы сегодня получили. Ну, я думаю, его пример станет для многих уроком и примером того, как нужно себя вести в условиях сложившейся ситуации. Ну, потому что сегодня, практически, да, действительно, это одна из крупных рыночных сетей Алданского района. Во многом она обеспечивала многие и населенные пункты, но сегодня их работа полностью парализована, потому что практически основная масса работников сегодня обозначены как заболевшие. Угу. Ну и 26 случаев подтвердились вот сегодня в ходе брифинга Айсен Сергеевич. Да, вот еще дополнительно сегодня Айсен Сергеевич сказал, ждем 26 случаев. Угу. Очаг серьезно большой. Ну, насколько я понимаю, это один из самых больших очагов в республике. На настоящий момент, да. Я надеюсь, что вот он наконец-то, в общем-то, выявлены все. Ну, будем надеяться, что ситуация там стабилизируется в условиях тех мер, которые, собственно, приняты. Хорошо, тогда у меня будет следующий вопрос. Весна. Период у нас такой, и большие майские праздники, и праздники пасхальные, и праздники Великой Победы. Айсен Сергеевич уже говорил о том, что, по крайней мере, 1 мая пройдет в немножко другом формате. Есть ли какие-то сейчас решения о 9 мая, проведении 9 мая? Ну, мы однозначно должны, соблюдая все меры безопасности, безусловно, в том числе санитарные, конечно же, значит, отдать память тем, кто принес в 1945 году в стране победу. И никогда не должны забывать, что мы, прежде всего, поколение победителей, мы потомки победителей. И, соответственно, сегодня, вот в это сложное время, да, все-таки сделать так, чтобы страна осталась единой, страна осталась сильной, в том числе и против этого вируса. Поэтому, конечно же, все наши праздники, которые связаны с 9 мая, они у нас пройдут в таком режиме для того, чтобы дальше сохранить страну. Ну, то есть пока все находится в процессе. Да. И самое главное, даже в период этих праздников не нужно ослаблять свой режим, который установлен все-таки. Да, ни в коем случае. Вот нужно просто этот режим выдержать. Если бы мы даже в первые каникулярные определенные, так сказать, выходные дни, определенные президентом страны, отработали более лучше, возможно, бы еще часть, в общем-то, сегодня больных мы бы не получили. Да и тем не менее, даже если бы период, точнее вот 30 апреля, если период самоизоляции закончится, все равно небезопасно таким большим количеством людей выходить на улицу, на демонстрации. Поэтому сидите дома, смотрите в онлайн, все, цифровая эпоха, 21 век, все прекрасно будет, для всех организованы и пасхальные трансляции, и 1 мая, и будем надеяться дальнейшие праздники, которые мы вынуждены провести дома из-за эпидемии. Хорошо, тогда у меня есть еще один очень популярный вопрос из интернета. В чем все-таки разница? Люди, мне кажется, до конца до сих пор не поняли, в чем разница между самоизоляцией и карантином. По крайней мере, с точки зрения официально объявленной. А с точки зрения официально объявленных, передвигаться по улицам города Алдана нельзя вообще. Не нам. Вот, это карантин. Это карантин. Самоизоляция
Это карантин. Да, А самоизоляция. И передвижение по городу Алдана осуществляется на основании пропусков. А передвижение при самоизоляции, которое вот у нас здесь на территории сегодня города существует, она предполагает хотя бы вот такое вот движение рядом с домом, рядом с магазином. Да? Она предполагает работу некоторых видов транспорта у нас по городу. Ну и, соответственно, значит, он более мягкий. более щадящий режим. Есть более щадящий режим. Есть обязательная категория людей, которая должна быть на самоизоляции. Для них предусматривается ответственность. Для всех остальных, соответственно, значит, есть определенные вот моменты такого более щадящего, но это значит, надо очень строго соблюдать санитарные нормы. Вот это вот щадящий режим, он в большей степени связан с тем, что город очень большой живой механизм. И его остановить вот так в одночасье невозможно. И любые вот те движения, которые у нас здесь происходят, они должны быть не в угоду себе самому, а ради того, чтобы продолжить какую-то И деятельность. защитить еще и близких, и пожилое поколение, и детей. Да, Да, кстати, совсем забыл. Люди тоже очень часто задаются вопросом о том, почему мы должны... Ну, то есть вот, режим самоизоляции, он до 30 апреля. Дальше же вирус, он, по сути, тоже будет свою жизнедеятельность осуществлять. Вы знаете, вот это к вопросу, опять же, о прогнозе, да? Любая цифра – это всегда условная цифра. Вот, например, мы полностью сняли там режимы того же 30 апреля в тех районах, которые у нас северные и территориально непосредственно находятся в природной изоляции. Там просто нет прививок, никто вирус не занесет. То есть если у них он и появится, этот вирус, то он появится вот в той же первой стадии, на которой мы находились там месяц назад. Вот это природная изоляция, да, там значительно меньше. А до тех пор, пока у нас вирус ходит по смысловой нагрузке, как бы надеяться на то, что все вот 30 апреля, только потому что наступит 30 апреля вирус исчезнет, этого не будет. Это однозначно, потому что сейчас происходит. Чем больше будет ходить по дорогам, вот поймите, да, и чем больше будут алданцы общаться между собой, тем дольше будет карантин. Потому что он будет, вот этот вирус, переходить от одного человека к другому. И чем вот он дольше, вот это вот общение будет происходить, тем дольше он будет процветать. Вот ситуация вот такова, да. Поэтому сегодня продление карантина в том же Алдане, оно зависит прежде всего от поведения каждого, кто находится в этом городе. От каждого. То же самое история в городе Якутске. Вот просто та же самая. Просто вот, наверное, слишком большой город. И двигаться сегодня, и передвигаться должны только те, кто обеспечивает жизнедеятельность этого города. Вот исходя из сил своих, вот прямо крайне Тем не менее, нужно. все равно в магазинах еще люди остаются, и я думаю, что они нас с вами еще раз послушают и все-таки примут к сведению. И перестанут ходить по магазинам. Даже в тот же хозмаркет. Да, вот тот же хозмаркет, да, как бы, вот я, когда говорю о том, что я верю в то, что владельцы хозмаркета, какого-то еще иного магазина хозяйственного, там, назначения, да, как такового, да, они будут соблюдать все правила. Но если возникнет ситуация, при которой непосредственно все-таки будет выявлено заболевание именно в этом магазине, то магазин будет закрыт. Вот сегодня это самый один, так сказать, крупных алданских вот этих вот рынков, он просто закрыт. Вот даже страшно себе представить, сколько сейчас в результате того, что кто-то не соблюдал какое-то правило самоизоляции, возникло у людей убытков. Их точно больше, чем просто обычная невыплата заработной платы, например, в течение там, месяца или там, арендная плата, которую сегодня теряют коммерсанты. Может быть, это уже сейчас в Майху звучит достаточно цинично, но это правда. Посмотрите на алданскую ситуацию. Как бы это, да, цинично не звучало, но мне кажется, то, что в Алдане происходит, это должно стать примером для всех крупных точек. Конечно, это урок. Это Понятное должен дело, быть что урок. по законодательству соблюли все необходимые меры, а люди-то все равно ходят. И бабушки, которые за двумя кормами кошачьего корма, за двумя порциями кошачьего корма идут в хозмаркет зачем-то. Вот это вот на моей памяти даже было. Пожалуйста, бабушки, пожилые наши бабушки, дедушки, старшие наши сестры, братья, пожалуйста, сидите дома. Вот просто посидите немножечко дома.
Потому что нам будет достаточно, мы, конечно же, будем спасать вашу жизнь. Сегодня для этого медицина и работает. Но чуть-чуть дайте нам возможность медицине полегче пережить эту ситуацию, чтобы мы не попали в ситуацию того, что показывают по телевизору. Просто сидите дома, это Ну и в продлит целом, вашу даже жизнь. если это просто болеть не надо лишний раз. Это ни к чему хорошему. Лишний раз не надо болеть. Ну вот видите, хождение по городу привело к тому, что у нас Да, меньше кстати, гриппа в этом году. ОРВИ сезонные по отчетам Роспотребнадзора, ну, которые, по крайней мере, я смотрел, они, в принципе, ниже даже норм. Давайте немножко на позитивный лад настроимся. Понятное дело, что распорядок дня, личный распорядок, он изменился у всех. Как на вас конкретно, как ваш привычный образ жизни поменялся? Ну, конечно, поменялся. Мой привычный образ жизни, в принципе, изменился. Вот он не просто изменился, он крайне изменился. Я прям, видите, даже так вот с эмоцией об этом говорю. Наверное, все-таки даже немножечко нервно, да? Но, тем не менее, с улыбкой, Ольга Валерьевна. Ну, конечно, с улыбкой. Ну, как я могу ей сказать? Телефон у меня всегда был продолжением руки. Ну, я-то это знаю. Мы-то как журналисты, которые всегда с вами в контакте, мы-то знаем, какой у вас. Телефон всегда у меня был продолжением руки. Ну и для меня непривычно принимать те решения, которые я ранее не принимала. То есть если я все-таки, когда принимала решения, которые вот всегда непосредственно, значит, там, они были в моей отрасли, или исходя сейчас, мне иногда бывает достаточно тяжело, и из-за этого, естественно, и меняется ритм жизни. Ну, тем не менее, все предписанные указания, маску носим, руки моем, все соблюдаем. Все. Все соблюдаем. Очень хорошо. Ну, просто я видел вас на разных селекторных совещаниях, вы всегда сидите в маске, Да. дистанцированно. Внимание, что я не ношу маски и не, значит, хожу в перчатках, да? Здесь у меня должна быть маленечко такая вот свое отношение, потому что там, где я бываю, я нахожусь в безопасной зоне для меня, да. И почему, например, я отказалась от эфиров, которые, так сказать, с прямым контактом с журналистами, да, а стала давать эфиры только через вот непосредственно камеру. Ну, мне просто хочется, чтобы даже вы, журналисты, тоже, не дай бог, не заболели. Что я наблюдаю, по крайней мере, в сегменте якутского телеграм-канала, вы там одна из самых популярных личностей. У вас есть свой телеграм-канал, у одной из первых из правительства. Расскажите, как вы вообще решили зайти на эту платформу? Для меня платформа Телеграма, она стала быть более интересной, потому что, значит, на ней может быть вообще вся социальная политика, она в большей степени позитивная. И поэтому, в принципе, сам по себе Телеграм-канал, он создавался в большей степени как канал, в котором концентрировались и собирались новости, связанные с социальной политикой. Вот часто в наших СМИ, в интернете, вот эти все наши вещи, которые позитивные есть у нас в республике, они затираются негативом. И мне от этого всегда становилось обидно. Вот по-человечески обидно. И поэтому, вот если обратить внимание на первые мои посты в канале, да, то это, например, прекраснейший видеоконцерт с Татинского улуса. Там настолько роскошно поставленная постановка, значит, в общем-то, на «Журавли», да, на известную песню «Журавли», и коллективом Центральной районной больницы Татинского улуса, что это просто должны видеть все. И поэтому, уже тогда, когда непосредственно пошла история с коронавирусом, он у меня был в большей степени предупреждающий о том, что чего нельзя делать. Потом я занимала уже нишу непосредственно, те, кто меня, значит, в общем-то, помогает его вести, это, естественно, мой секретариат, значит, да, то это уже ниша вот востребованной информации по коронавирусу, но мне бы очень хотелось в него вернуться как вот канала, который говорит о позитиве в каждом маленьком уголочке нашей республики. Ну, я могу сказать, что так как я сам там очень часто наблюдаю, обитаю, и наши социальные сети нашего телеканала, и НВК Саха, и Якутия 24, они, в принципе, там тоже представлены. И вот вас там очень сильно любят в телеграм-каналах, во всех, вот есть крупнейшие наши. Конечно, там и блондинкой называют, и всяко разно, но... Ну, я блондинка. Ну, что я могу сделать? Я блондинка, но
Я вот действительно родилась. Ну, и была я думаю, мы такая. У меня понимаем, в новости каком были смысле. как солнышко. Я всегда этим гордилась, что я новая. Я, кстати, от себя лично могу сказать, что я поклонник вашего Инстаграма. Спасибо большое, но вот я должна извиниться перед подписчиками своего Инстаграма, да, потому что сейчас, так как я его всегда вела от души, сейчас мне просто, вот, наверное, это в этом изменилась моя жизнь, у меня нет времени его вести. В любом случае, самые достоверные новости по крайней мере, коронавирусу в регионе, они и там, и в Телеграме Оперштаба нашего. Спасибо большое. Ольга Валерьевна, ну давайте напоследок напомним нашим слушателям о том, что необходимо все-таки соблюдать личную ответственность, сознательность, ну и вообще пару слов под заключение. Знаете, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, жители каждого города, наши соседи, братья, сестры, с теми, кто мы живем в одной большой Республике Саха-Якутия, в одной большой стране России. Я не буду говорить о том, что наступили какие-то тяжелые времена. Для нас колоссально изменился наш привычный ритм жизни. Мы должны сейчас, привыкнув быть постоянно вот вместе с нашими семьями, вместе с коллективами. Сейчас мы должны на некоторое время, для того, чтобы потом дальше продолжать жить вместе, для того, чтобы потом дальше радоваться тому, что делают наши дети, радоваться успехам радоваться своим успехам нашего старшего поколения. Наша задача сейчас просто посидеть дома. Немножечко посидеть дома и остановить свой привычный ритм жизни. Просто его немного остановить, изменить. Я не скрываю, и каждый из нас сейчас осознает, что мы потом будем жить маленечко в другом мире. Но он будет наш. Это наша жизнь, наша родная жизнь, единственная. У нас не будет никакой другой жизни как таковой. Поэтому, пожалуйста, сейчас посидите дома. Это важно для сохранения здоровья всех. Спасибо. А я хочу напомнить, что это был подкаст телеканала Якутия-24 «Пришел и говорю». Подписывайтесь на новые выпуски в приложении Apple Podcast и слушайте нас на Яндекс.Музыка и в ВК. Следите за обновлениями на сайте як24.ру и в наших социальных сетях. Меня зовут Петр Васильев. Услышимся!